время 90-х годов, начало 90-х годов, когда был всплеск интереса к национальной истории, как это всегда бывает, когда какие-то централизованные структуры начинают немножко пошатываться, что в принципе нормально, потому что в более таком либеральном государстве, наверное, всегда как бы это интересно. Ну, у нас вот произошло так же, потому что сейчас немножко опять интерес угасает. Поэтому, видимо, вот, учитывая все эти факторы, Игорь Петрович предложил мне на тему дипломной работы избрать Касимское ханство. Ну, я ее избрал, потому что я этим занимался немножко в предыдущих курсовых работах. Потому что первая книжка у меня, вот, которая по результатам кандидатской диссертации, дипломная работа превратилась в кандидатскую, потом все это превратилось в монографию, она называлась «Касимское ханство». Касимское ханство — это один из наследников Золотой Орды, так же, как и другие более известные ханства, например, Крымское, Казанское, Сибирское. Но про него мало говорят, потому что оно юридически входило в состав московского государства, находилось на его территории, и правители были подвластны, скажем так, в Москве. И вообще вот этот период, где-то с середины 15 века и до конца 16-го, до середины 16 века, вот 100 лет, он как-то плохо был, по крайней мере, в учебниках покрыт. То есть, вот когда я учился, я читал эти советские еще учебники, у нас учебники были советские, и там очень мало вскользь об этом упоминалось, о том, что происходило в эти 100 лет. Мне вот запомнилось, вот было сражение на Куликовом поле в 1380 году, там уже теперь все стало ясно, кто есть кто и кто куда движется. Но все-таки еще не до конца, так сказать, кто-то куда-то продвинулся. Вот потом было следующее событие через 100 лет, 1480 год, то есть стояние в Угре, когда тоже русские встали против татар, а потом сразу наступает 1552 год, вот в моей голове, да, потому что, лагуна, там как будто бы ничего не происходило. На мой взгляд, неадекватный образ Москвы, или Московии, как ее называли западные путешественники, как жертвы Золотой Орды и просто золотоордынских государств. Такой образ есть. Это же понятно, для чего этот образ историографически нужен, потому что если ты жертва, то, во-первых, из этой позиции очень удобно манипулировать. Вот же плохо было, поэтому что мы можем поделать с этим образом жизни? Вот так вот все там. Мне я помню тренер по физкультуре, да? Можно, конечно, смеяться, что он тренер по физкультуре, но он просто показывает, как вот это обычные люди воспринимают. Он мне говорил, мы как-то с ним беседовали, он говорил, я вот считаю, что мы так плохо живем, потому что вот монгольское завоевание было в Северо-Восточной Руси в 13 веке. 20-й год. Исходя из того материала, который я проработал в рамках вот этой второй книги, я не увидел, что вот эти люди, то есть вот этот татарский мир, да, условно, воспринимался Москвой как однозначный враг. Не увидел. То, что он воспринимался как друг, я тоже не увидел. Антагонизм, который из учебников на меня лился, да, из этих классических советских учебников шел, я тоже не увидел. Но я еще раз подчеркну, что я не увидел никакой дружбы, этого тоже нет. Когда произошло вот это самое пресловутое освобождение от ордынского ига, потому что очень много позиций, так сказать, вот как я говорю, я первую точку обозначил, это Куликовская битва 1380 года. Из учебников проступало, что вот уже она акценты расставила, куда движется этот мир, так сказать, в отношениях между Москвой и татарами. Вторая точка, она закрепила успех стояния на Угре, когда вот уже татарская сторона, там ведь не было сражения военного в 1480 году, но там был такой момент, что пришла одна страна татарская, то есть представители Большой Орды, основного государства, наследника Золотой Орды и так далее, пришло на Москву с тем, чтобы восстановить выплату дани. Но, к сожалению, для этой стороны это не получилось реализовать. Они постояли и по ряду причин ушли. То есть в сражении не вступили. В принципе, учебники это подавали как однозначное поражение. В принципе, кстати, верно подавали. Потому что, да, если ты пришел зачем-то, и
это не получилось сделать, наверное, это оно и есть. Что, возможно, один из пунктов, важный пункт освобождения от ордынства, это вот взятие Казани и Астрахани, то есть середина 16 века, потому что это такое двойное как бы событие, там 4 года с большей разницей, и оно очень сильно поменяло ситуацию. И есть еще 4-й пункт, он формальный, то есть как бы про него мало кто знает, потому что это дата из документов, это дата, когда именно формально, то есть, как выражаясь современным языком, юридически московское государство отказалось платить дань в Крым. Это было прямо в документе записано. Вот здесь это сухой документ, как бы, без всяких эмоций, без интерпретации, просто в бумажке было записано. И даже любое упоминание вот этого государства, просто золотая Орда, оно как бы было красной тряпкой для ученых, которые хотят опубликовать книгу по теме близкой к этому. А историкам публиковаться охота. И вот я помню, что люди, которые тема-то в принципе как бы нейтральная, которые хотели публиковать на эту тему, они на всякие ухищрения шли. Вот, допустим, очень известный крупный ученый такой, Миркасым Усманов, который работал в университете, он для того, чтобы опубликовать свою диссертацию, вернее книгу, он заменил название «Золотая Орда» на «Улус-Джучи». Название, кстати, из источников, но он это сделал для того, чтобы просто вот те цензоры, которые будут смотреть, они же не будут вчитываться, да, как Чернышевский там начал что делать каким-то детективом, чтобы цензоры не вчитывались. Он это слово употребил, Миркасым Абдулахадович, «Улус-Джучи» диссертат, то есть книжка прошла, так бы она не прошла. К чему я это говорю? Была книга Сафаргалеева «Распад Золотой Орды». И она была так названа именно потому, что вот опять-таки книга намного шире, чем тема заявленная. Она, по сути, про историю Золотой Орды. Такая источниковедчески штудированная. Но если бы он назвал историю Золотой Орды, ее бы не опубликовали. Здесь распад, вот, как бы для цензоров. Вот, пожалуйста. И вот эти же все нюансы не все знают. Массовое сознание, в сознание ученых вошло, что вот Золотая Орда однозначно распалась. Мне так не показалось. На эту тему много написано. Она, мне кажется, трансформировалась. То есть связи между теми государствами, которые, так сказать, условного распада политической дезинтеграции Золотой Орды образовались, они были достаточно тесны. Иногда даже степень автономности определить сложно. Вот, где граница взаимоотношений, допустим, между Крымом и Касимовым. Да? Эта тема открытая. Как смотрелась Москва из Казани и Астрахани в XVI веке? То есть вот этот источник, который называется «Зафер Намай Вилайет и Казань», он приписывается, его авторство, последнему сииду Казанского ханства, у шарифу, у которого вроде как литературный псевдоним был Шерифих Хаджитахани. Вот как он обозначает. Он писался, этот источник, по поводу конкретного события, насколько я помню, неудачного похода московского государства на Казань, если память не изменяет, да, у меня с датой неплохо, в 1549 году, то есть уже за 2 года до взятия, то есть, в принципе, было уже понятно, куда что движется, но не до конца еще. И вот этот поход как бы не удался у Москвы, то есть они вернулись домой. И вот по этому поводу последний сиит и писал. Ну тут моменты какие? Во-первых, он был сиитом, то есть представителем духовенства. Представители любой религии, они, естественно, предвзято относятся к представителям другой веры. Поэтому тут как бы толерантного отношения нет. Вот он писал. Мне сказали, кстати, что перевод не очень хороший, но суть, я думаю, передана. В соответствии с необходимостью эпохи, в целях обеспечения богатства и благополучия страны, имелось в виду Казанское ханство, спокойствия и безопасности народа, для обеспечения мира правители прекрасного города Казани прикидывались друзьями, обменивались послами государственными людьми с Москвой. И далее он прибавил 2 момента. Спокойствие мира зиждется на понимании смысла этих 2 слов. Быть верным друзьями и притворно равнодушным с врагами. Еще он потом в финале вообще прибавил. Не будь рядом с плохим. Под плохим он понимал московское государство. Взгляд вполне ясный и конкретный. Но я говорю, нужно тут иметь в виду, что это взгляд духовенства. Потому что если вы почитаете там то, что митрополит Макарий, допустим, предлагал Ивану Грозному, там примерно то же самое, только с другого полюса.
Вот было одно событие. Оно было позитивным для одной стороны и негативным для другой. Взятие северо-восточных русских княжеств, большинства, монгольскими войсками в 1237-41 годах. После этого установилась, так сказать, власть Золотой Орды над Русью. Естественно, для татарской стороны условно, да, это был позитив, потому что владения приумножились, там дань и все такое. Для московской, то есть для русской стороны, для северо-восточных русских княжеств, естественно, это был полная катастрофа. Церкви были разрушены, там люди погибли и так далее, и так далее. Ну, в середине 16 века произошло примерно наоборот. То есть уже другая сторона, одна сторона ослабела, другая стала более сильной, она сделала как бы с другой стороны примерно то же самое, что та до этого сделала с ней. То есть Казань была взята, тоже летописи, ты не только источники, которые сохранились, пишут о достаточно таком жестоком взятии города, но оно и не могло быть другим. Взятие города всегда. Вот. То есть, ну вот я это вижу так. Поэтому я не вижу смысла вообще как бы вот, ну, в том, чтобы горевать по какому-то поводу.